Сначала Шеварднадзе мне это предлагал, присылал Станевского ко мне, чтобы уговорить меня сделать. Даже давали частный самолет, чтобы мне сделать там выставку. Но я же на это не пошла. Мои воспоминания больше связаны даже не с Кварчалом, а с Отапом. Да, с деревней моего деда и моих предков. Я помню вот эти сказки, которые нам рассказывала бабушка там, да, и с персонажами реальными. У меня настолько они сплелись, что стали реальностью, остались в моей памяти. Там был такой Алыкса Воуба, который скакал на волке. У нас у каждого члена семьи была своя лошадь, то есть я в 6 лет могла скакать на своей лошади, которую звали Кама, я до сих пор помню. И у нас было очень много скота. Были буйволы, я просто хватала за рога буйволицу, она качала головой, и я каталась. И вот это единение с природой, это любовь к природе, и вот такое бесстрашие, оно во мне осталось. Может быть, со временем я научилась бояться, к сожалению, но тогда вот этого страха не было. У меня было такое чувство, что я вот маленькая 4-летняя, 5-летняя девочка могу гладить горы, обнимать их. И я все это помню, и это то, что меня питает до сих пор. Вот моя бабушка, она и пряла, у нее был гончарный круг, у нее был шелкопряд, у нее были овцы, которых она стригла, делала нить, она все умела. Почему мы все это потеряли? Вот, истина, она там, на самом деле, там. Это нужно обязательно, вот там, и там есть чему научиться, там ориентиры, я хочу сказать. Мне кажется, что людей надо учить мыслить в первую очередь. Вот, человек, который учится мыслить и вообще мыслит, он многое может сделать. Вот мы разучились думать, к сожалению. Если говорить вот об Абхазии, то я замечаю, что многие молодые люди, даже они мыслят по понятиям, и их невозможно переубедить. По понятиям, то есть вот это местный жаргон такой, и совершенно, я не знаю, откуда в них это. Откуда в них это, и переубедить их в чем-то даже близких невозможно. Это меня очень огорчает, потому что, человек законсервирован, он считает, что он, безусловно, прав, и это все, и дальше он видеть не способен. Вот поэтому с детства нужно людей учить мыслить просто. А вот как важно, вот у меня здесь есть фигура Алашарбага, да, это может быть какой-то внутренний голос, это совесть, которая указывает путь. Это любовь, в конце концов. Вот очень важно просто выбрать правильный путь. Здесь вот такая некая стагнация. Вот временной континуум каких-то 80-х, он до сих пор, я не знаю, в этом живут люди. И, несмотря на то, что есть интернет, есть мир открыт, в общем, сегодня почти у каждого есть айфон и компьютер, не меняется вот менталитет, сознание. Может быть, что-то строится, что-то делается, я не об этом. Не меняется вот внутреннее состояние человека. Просто теряется надежда. То есть была надежда после войны какая-то, что будут перемены, что что-то произойдет. Потом люди ее стали потихонечку терять. А самое ужасное, что их эта ситуация в конце концов стала устраивать. Они с ней сжились, и они не хотят ничего менять. Их это устраивает. Они хотят видеть туристов, они жалуются, что им не на что жить. Но с другой стороны, им нравится, что они хозяева своей страны. Вот такая странная очень ситуация, которую, безусловно, надо менять, и чем скорее, тем лучше.
победил себя, тот победил мир, да? Это ведь непростая задача. Вот. Это гораздо труднее, чем победить врага внешнего. В том-то и дело, что эта задача гораздо сложнее, но нам надо победить, у нас нет другого выхода, и выбора нет. Себя победить. Просто не терять надежду, и все. Просто надо понимать, что жизнь, она настолько быстротечна. Она такая короткая. Вот сегодня тебе 20, не заметишь, как стукнет 50. И что? И ты остаешься у разбитого корыта. Капитал – это то, что ты вложил вот сюда. Вот. Все остальное ты с собой не возьмешь в вечную жизнь, допустим. Да? И вообще, а что ты оставил после себя? Ну, не в машинах, которые бьются, которые надо менять через год. Мне кажется, счастье. Это что-то... Надо просто эти ценности снова отыскать. Они в народе есть. Надо просто вспомнить об этом. Вот. Эта депрессия, конечно, это болезнь. Мне кажется, общество тяжело больно. Вот на самом деле больно. И вот постоянная критика. Мы себя критикуем, мы самые, мы такие, мы сякие. Но мы не меняемся от этого, от того, что себя критикуем. Может быть, попробовать мыслить позитивно. Вот я почему люблю авангард. Он, кстати, был очень коротким в России. Он очень много дал миру, но Россия от него отказалась. Вот эти на рубеже как раз 19-20-х годов, 19-20 века актуализируются как раз идеи жизнестроительства. Как они были важны и нужны. Но вот 10-15-е года, потом это все прекратилось, навязался соцреализм и так далее. Кто-то меня упрекнул, что это не новый авангард. Это как раз очень ново и очень современно, и очень актуально. Просто то, что не было, то, что тогда вот родилось, вспыхнуло, но не имело продолжения, сегодня оно должно спустя 100 лет иметь продолжение обязательно. Красота у каждого народа своя красота. Вы знаете, что то, что красиво для одних народов, может быть безобразно для других народов. Да? Но для меня прежде всего красота – это гармоничные соотношения. Это и есть красота. Меня интересует объективная красота, а не субъективная красота. Все-таки красота, которая могла бы быть понятна большинству. И так сложилось в народе, что то, что может быть практично и полезно, может быть и красиво на самом деле. Вот. Объективная красота, я считаю, что она есть и в природе. То есть то, что совершенно, абсолютно... Вот, как взять подсолнух, да, там вот эти семечки расположены настолько гармонично, да, по золотому сечению, что это кажется прекрасным совершенно. Или роза, которая, раскрываясь, она вот в геометрии в какой-то, она совершенно прекрасна, но она прекрасна не только формой, но еще и благоуханием своим, да. А вот попробуйте передать это благоухание. Вот какие-то сложные задачи я для себя решаю. А потом, что такое красота? Красота – это вот то, что многие на самом деле на которое не обращают внимания. Красота заката, да, допустим. В Чемчирах вообще сидели рядом сидел соседский старик какой-то, случайно оказавшийся на берегу рядом с нами во время заката. Я говорю: Боже, какая красота божественная. Солнце садится, и меняются цвета ежесекундно, и плавные переходы цвета. Он мне сказал, что он никогда такого не видел. Я говорю: как же так, вы же здесь выросли. А я, говорит, на это не обращал внимания, я этого просто не видел. Сделав вот эти закатные в дорогу домой, вы, наверное, видели на сайте, да?
Просто молодежь стала фотографировать, вдруг обратила на это внимание, и в Инстаграме посыпались фотографии, вот как у Дианы, как у Дианы. Это было настолько приятно, вот когда ты невидимая. Дальше, да, мы идем. Говорю, что я искатель новой красоты, но моя задача делать видимым невидимое. Встреча это может быть не только с живым человеком, но встреча для меня и писатели, и поэты, и тоже живые люди. И вот эти встречи, наверное, были самые сильные в моей жизни. Но я могу рассказать о последней моей встрече, которая произошла пару лет назад. Это Жиль Делез, философ. Я прочла его алфавит, кстати, и Жиль Делез меня довел до слез. И я очень благодарна большому философу, русскому великану, чей портрет я написала, за то, что он познакомил меня с творчеством Делеза. Вот мне кажется, именно эти встречи для меня гораздо более значимые. Ну, и еще, конечно, были такие встречи, как с Фазилем Искандером. Тут было полное взаимопонимание. Я писала его портрет, кстати. С Олегом Янковским. Баграт Шинкуба, кстати, при встрече со мной мне просто... сейчас неудобно повторять, но он говорил «барабьюза дыхадзамапсны». Он говорил как-то мне вот действительно с большим восхищением, особенно когда увидел «Последний из ушедших», эту серию, которую я написала в 1988 году, еще в 30 лет, прочитав последнюю его книгу замечательную. Вот, и, конечно, они тоже сыграли свою роль в становлении, в моем становлении как личности, наверное, да. Вот когда Малевич написал свой «Черный квадрат», он черным квадратом он зачеркнул все прошлое искусство. Я очень люблю эту работу и ценю ее, потому что я считаю, что художник должен, как это сказать, снова найти что-то такое настоящее, да? Найти, вот преображаясь, работая над собой, он должен вот стать, вот это алхимический камень он должен найти. Иначе просто все мы художники. Мы все художники. На самом деле сегодняшний современный мир гласит о том, что не нужно быть профессионалом, каждый человек художник. Ну вот жизнь как искусство, искусство как жизнь. Этот тезис мне довольно близок. И мне кажется, что каждый человек действительно может быть художником. Реальность скопировать невозможно достоверно. Все равно это были лживые картинки, которыми мы до сих пор восхищаемся. Потому что мир, он настолько меняется, там свет чуть-чуть поменялся, уже все изменилось. Вот мы сидели вчера, просто наблюдали на лавочке за горизонтом. Он ежесекундно менялся. То появлялась гора, то она исчезала. То появлялась край моря, то он опять... То есть невозможно зафиксировать реальность. Это может сейчас новые технологии, пленка и так далее. В живописи это невозможно. Это нужна какая-то трансформация, надо пропустить все через себя. А новый, вот этот так называемый соцреализм, это же была сплошная ложь абсолютная. Во время войны мы были здесь с сыном. Алану было 10 лет. И самое интересное, что мы 13 августа уехали из Ачамчири в гости к Тамаре Лакарба сюда. Мы с ней дружили, но обратно мы уже не смогли вернуться. Мы вот в чем уехали, в том и остались. Я не знала, живы ли мои родители. Мы хотели 14 августа уехать обратно. И мы как раз на берегу встретили муж Нихварский, мы с ним пообщались, простились. И вдруг стали падать бомбы, паника, люди бежали навстречу, автобусов никаких не было, чтобы вернуться в Ачамчиру. И мы вот 10 дней пытались отсюда уехать.
и мы уехали просто чудом. Был такой Марлен Попава, вы его помните? Был такой доктор замечательный. Он нас посадил, в конце концов, на какой-то 9-й день на Сейнер. Вот. И на нас уже одежда была не свежая, у нас не было ни денег, ни ничего, ни документов даже. Посадил на маяке на Сейнер. Я еще помню, порвала юбку от того, что мы прыгали с Сейнера на Сейнер. Час нас покатали и вернули обратно. И у меня уже не было сил, я думала, что мы отсюда не выберемся. Вот. И я шла по берегу с сыном, уже такая совершенно без всякой надежды. И вдруг какой-то русский парень, жалко, я не знаю его имени и не спросила тогда, на моторной лодке просто проплывал мимо, он говорит: садитесь, я вас подвезу. У нас нет ни сумок, ни чемоданов, мы сели в эту лодку, а недалеко от берега, перед Амрой, стоял Красный Крест, корабль. Он говорит: а хотите, я вас туда закину? Я говорю: давайте, нам уже терять нечего, мы, видимо, тут уже отсюда не выберемся. И он на свой страх и риск прямо стал плыть, завел моторчик, и нам в рупор кричат: вернитесь на берег, мы сейчас будем стрелять. Он говорит: ну что, возвращаемся? Я говорю: нет. И вот он действительно, он не побоялся, а мне уже было бояться нечего и терять нечего. И, в общем, нам сразу спустили веревочную лестницу с трапа. Мы кое-как вскарабкались, и нас спрятали в трюм, как каких-то важных людей, меня с сыном. Потом мы уже отплыли, и кто-то в рупор говорит: художник Диана Воба на борту или нет? Сообщите немедленно. Я думаю, что все, меня нашли. Все, приплыли. Оказывается, это Марлен нас потерял, искал. В общем, вот такая история. Конечно, когда я вернулась в Москву, я не могла писать. Я год ничего не делала. Вы себе не представляете. Мы просто принимали каких-то людей, к нам приходил бедный от горы Налыпа. У нас собирались какие-то люди, мы ходили на какие-то митинги, что-то такое. Но потом, когда вернулись мои родители, мы с ним уже просто по больницам ходили, пытались что-то понести раненым. А работать я была не в состоянии. Пошла в иконописную школу просто. Кто-то мне сказал: ну вот не можешь работать, хоть иди научись чему-нибудь новому. И я им написала икону Архангела Гавриила сразу в первый же день. И этот иконописец старый, он меня вцепился просто мертвой хваткой, сказал: ты должна расписать храм святого мученика Никиты. Это вот история уже. А мастихином я писала уже мастихином, я поняла, что кисть не идет. Вот не идет, и все. У меня прям как по стеклу ножом что-то случилось с нервами, и мне пришлось осваивать новую технику. Фактически с тех пор я кистью не пишу. И вот эти все свои мелкие детали, глаза, там все я делаю мастихином. И валиком. Фактически, да, портреты. Мастихин мне привозят из Америки. Это единственный магазин, где он продается. К сожалению, в Европе его нет. Я вот всю Европу объездила в поисках этого мастихина. Купила его в Нью-Йорке в 99 году и поняла, что вот именно этот мастихин мне нужен, и без него я не могу. Италия мне действительно очень близка. Мне и моему сыну, который прекрасно говорит по-итальянски и учился в Италии. Я просто попала в Италию в 91 году, когда президент Академии художеств России послал меня в творческую командировку на виллу Абамелик в Рим. Я просто сразу влюбилась в Италию. Mamma, son tanto felice perché ritorno da te. La mia
mia canzone ti dice che il più bel giorno per me. Я там 2 месяца бегала, рисовала все подряд, а посольские работники меня все время звали в гости, а я все не соглашалась. Тогда как остальная группа туда стремилась, а ее никто не приглашал. В общем, была забавная история. И у меня закончились деньги быстро, потому что я не знала им цену, и хотя у меня было больше денег, чем у этих остальной группы, за 2 недели до отъезда я осталась без средств к существованию вообще. Я была в ужасе, и я подумала, как же я буду жить, и вообще мне билет нельзя купить. В тот же день жена советника Станевского, вы, наверное, его знаете, это бывший посол России в Грузии, потом, да, Феликс Станевский. А жена просто, проходя мимо, говорит: Диана, вы были вы смотрели церковь Марии Трастевери? Я говорю: нет. Она говорит: пойдемте со мной, я вам покажу. Я говорю: ладно, я решила с ней пойти. Это ж не в посольство идти, а пойти посмотреть. И когда она поставила свечку, говорит: а вы чего не жжете? А я просто ляпнула с дуру, что у меня деньги кончились. Вот, она промолчала, и я как-то на это не обратила внимания. И вдруг она после прогулки вечером ко мне приходит с 10 тысячами лир, сует мне их в руки, и каждый день, значит, завтракала, обедала и ужинала я в посольстве. Каждый день они меня возили не только по Риму, но и по городам, и около Рима, по маленьким городам. И, в общем, просто я думаю: что же я раньше эти деньги не потратила? То есть это была жизнь замечательная совершенно. А потом мы очень подружились и с послом Адамишиным тоже. И Феликс Станевский познакомил меня с семьей принца Николо Бонкомпани Людовизи. Я писала портрет его жены. А в Италии, знаете, что меня поразило? Сикстинская капелла Микеланджело. Она меня просто разозлила. Вот она была такая сильная, мощная, такая совершенная, что я сказала: да елки-палки, мне хотелось просто... Вот настолько она меня разозлила, просто взбесила. Вообще Микеланджело я обожаю, считаю, что он был лучшим. Потому что потом, когда я посетила музей Уффици и увидела остальных художников, даже Леонардо ошибался. Я уже не говорю об Боттичелли и остальных художниках, которыми я восхищалась. У Микеланджело все было безупречно, но его совершенство, оно меня просто бесило. Вот я не знаю почему. Оно раздражало. Оно совершенно нечеловеческое. Это абсолютно, это титан вообще нечеловеческого происхождения. Итальянцы очень много дали миру, и нам есть чему у них учиться, безусловно. Я, конечно, не могу игнорировать зрителя. Он для меня важен, но я должна быть честна с самой собой в первую очередь. Я же не могу угождать зрителю. Есть продажные художники, могу прямо сказать, которые... вот мне была такая Света Джубей, невестка Никиты Хрущева еще. Она говорит: напиши портрет Лужкова, он тебе даст мастерскую. Я говорю: я не могу писать портрет Лужкова. Ну, не могу, и все. Я не сделаю этого. Ну и сиди, говорит, без мастерской. Вот о продажности, вот как. Понимаете? Или Церетели, который мне каждый год предлагает выставку в Тбилиси. Потом говорит: и в Москве для тебя все будет. Давай сначала в Тбилиси, да? Мы тебе сделаем. Сначала Шеварднадзе мне это предлагал, присылал Станевского ко мне, чтобы уговорить меня сделать. Даже давали частный самолет, чтобы мне сделать там выставку. Но я же на это не пошла. Они мне обещали все, успех, признание, пожалуйста, все что угодно. Но если ты раз себя предал, то как ты будешь жить с этим дальше? Я не знаю. Вот и все. Есть любимая работа, да. Это называется камертон. Есть вот, если вы видели серию «Тетрис»,
Есть камертон, который складывается из 4 квадратов. Она любимая работа, потому что вот она была, прототип ее был создан еще в 1995 году. Это было такое первое серьезное размышление о себе. Вот. И это такой получился автопортрет души или сущности, или что-то. Он мне дорог, потому что это большая часть меня, это как бы я. Вот. И камертон, и все из него рождается. Да? Вот это как нота ля или соль в музыке, да? Основная, на которую ты ориентируешься. Как бы. Вот действительно есть одна любимая работа, с которой бы мне... Ну, я совсем готова, честно говоря, расстаться, потому что то, что ты уже сделал, тебе не принадлежит. Мне ничего не жалко, но на эту работу хочется иметь рядом. У меня был период, когда я с ними вообще не могла расстаться. Я еще была аспиранткой в Академии художеств в Москве, и приехал американский художник, он последователь Уорхола и такой же известный. Он пришел ко мне в мастерскую, хотел купить у меня несколько работ и сказал, я не продаю. А он мне говорит, а зачем вы тогда их пишете? Я тогда крепко задумалась. А действительно, ну а что я с ними буду делать? Я их буду собирать, солить. Для куда? И я научилась с ними расставаться, но было очень тяжело, потому что ты знаешь, какой ты труд туда вкладываешь. Ты вот. Но и до сих пор иногда тяжело расставаться с работами. Когда ты, тем более, ты понимаешь, что цена, которую за нее предлагают, она совершенно неадекватна, допустим. Ну что делать? Жить надо дальше. Рукописи все равно не горят, никуда это все не исчезает.